Обещать еще не значит мириться. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, выйдут ли на самом деле талибы за пределы Афганистана. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Афганистане тем временем почитали ущерб от захвата пограничных торговых пунктов радикальным движением «Талибан». На юге и западе Афганистана продолжаются напряженные бои между правительственными войсками и силами Талибана. Обстановка в республике все больше беспокоит соседей, несмотря на заверения талибов не нарушать границ стран Центральной Азии. Можно ли доверять таким обещаниям? Об этом рассказал политический обозреватель Андрей Медведев. Обещания политического офиса движения «Талибан» не нарушать границы государств Центральной Азии не могут служить стопроцентной гарантией, считает политический обозреватель Андрей Медведев. Мы ничего не знаем о планах талибов, собираются ли они оставаться в рамках Афганистана или будут распространять свое влияние на страны Центральной Азии. Да, они пообещали не выходить за пределы республики, но это Восток, сегодня пообещал, завтра передумал, сказал он в интервью. Если боевики начнут боевые действия на границе с Таджикистаном или Узбекистаном, то Россия и страны Центральной Азии столкнутся с очень серьезными проблемами, убежден Андрей Медведев. По мнению эксперта, обострение ситуации в Афганистане грозит региону всплеском терроризма и миграционным кризисом. Уже сейчас граничащий с Республикой Таджикистан был вынужден начать строительство лагеря для афганских беженцев, число которых в июле превысило 1000 человек. Как вы относитесь к таким прогнозам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Беспокойство региональных игроков усиливает противоречивые сообщения о военных действиях в Афганистане. Периодически о своих успехах в борьбе с талибами сообщают правительственные силы. В конце июля губернатор провинции Герат на западе страны объявил об успешном отражении наступления Талибана. По словам чиновника, боевики потеряли около 150 человек и были вынуждены отступить. Однако полностью доверять таким сообщениям не стоит, уверен Андрей Медведев. Современная война не ограничивается только боевыми действиями. Очень большое значение имеет соперничество в информационном поле. Правительства, как и талибы, нередко склонны преувеличивать свои успехи, подчеркивает эксперт. Об успехах в Афганистане отчитываются все, как правительственные силы, так и талибы. Судя по картам, которые приходят из самых разных источников, подконтрольной Талибану территории все-таки больше тех, что контролирует официальный Кабул, говорит он. У правительственных сил еще есть подразделения, замотивированные на длительную борьбу с боевиками. Их основу составляет немногочисленная прослойка офицеров от 30 до 40 лет. Эти люди хотят видеть Афганистан независимым и относительно сильным государством региона, добавляет Андрей Медведев. Однако и талибы стали действовать гораздо продуманнее, чем раньше. Они перенесли акцент на экономическую борьбу и предпочитают атаковать важные инфраструктурные объекты, например, линии электропередачи. Так, 27 июля боевики подорвали опоры ЛЭП в провинции Баглан, оставив Кабул близ лежащие к нему населенные пункты без света. Параллельно с этим организация пытается добиться поддержки со стороны местного населения, сменив кнут на пряник, отмечает эксперт. Вместо политики террора талибы все чаще берут на себя официальные функции. Талибы стали позиционировать себя иначе, как некую альтернативную власть. На их медиаресурсах теперь намного меньше видеороликов о военных достижениях. Сейчас они чаще снимают своеобразные отчеты. Талибский руководитель района контролирует строительство дорог, разбирается с жалобами местных жителей. Талибы пытаются показать, что они хозяйственники, готовые взять на себя ответственность за быт и жизни простых людей, заключает собеседник. Местные силовики сейчас делают все возможное, чтобы не допустить проникновения талибов в города. Практически во всей стране введен комендантский час. Как вы относитесь к таким мнениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!